Себян. Как много значит это слово для всех нас, рожденных и выросших среди высоких гор Верхояния. Экспедиция фестиваль «Наматкал. Кочевники» – победитель среди множества проектов, поданных на конкурс Фонда президентских грантов. Главная цель – это выявление и поддержка молодых носителей эвенского языка и культуры. Авторы проекта Дарья Мартынова и Анастасия Куличкина неспроста выбрали отдаленный ламанхинский национальный наслед для реализации проекта. Ведь именно здесь живут потомки наматканов по сей день, сохранившие свой уникальный язык и культуру. В прекрасный солнечный день группа участников проекта, среди которых писатели, ученые, работники культуры, операторы и музыканты, вылетаем в село Себян на вертолете. У всех радостное настроение и предвкушение встречи с прекрасным миром эвена-кочевника. Для нас, детей Себяна, вдвойне радостно и волнительно. Когда внизу начинается сплошная линия величественных гор, сердце замирает от восторга и волнения. Себян нас принял и ждет. Дом, милый дом. И вот мы подлетаем. Небольшое село уютно расположилось в долине среди высоких гор. Посередине его разделяет горная речка Суланичан, с запада протекает Недотав. Ламанхинскому наследию в этом году исполнилось 90 лет. История эвенов-наматканов насчитывает гораздо больше. Наши предки свободно кочевали по отрогам Верхоянских гор. Место для светлой жизни выбрано неспроста. Здесь центр кочевий и дорог оленеводов, богатое рыбой озеро Себян, недалеко и Ендебал, Нундимбал, где в школе учились дети. По приезду участников экспедиции торжественно встречали в здании средней общеобразовательной школы имени Платона Афанасьевича Степанова-Ламутского. Древним эвенским обычаем с пожеланиями плодотворной работы нас благословила методист эвенского языка Зоя Афанасьевна Степанова. Ароматный дымок багульника ганкес, эвенские лепешки, национальные блюда, прекрасный родной эвенский язык. Костный мозг, печень оленя – это самая здоровая наша пища. Начинается самый интересный этап проекта. Добрый день, уважаемые гости, дорогие наши ученики. Поздравляю всех с открытием нашей экспедиции фестиваля «Наматкал». Мы считаем, что проведение данного мероприятия крайне важно для ламанхинских эвенов. Все мы знаем, что язык ламанхинских эвенов он является уникальным, что именно в северо-восточном Верхоянии живет тот род эвенов, который смог пронести через тысячи лет свой родной язык и свою культуру. Мы очень рады, что наша Себян-Кольская школа, она является одним из организаторов. Мы надеемся, что наш конкурс учебно-методических разработок пройдет на очень высоком организационном уровне. И мы желаем всем участникам удачи. И также я желаю всем своим подопечным, всем учителям, всем детям, чтобы они не теряли тот запал, который они обретут в рамках данной экспедиции. Дети, учащиеся школы, с большим интересом включились в работу.
радостно и светло становится на душе, когда слышишь, как они переговариваются между собой и с учителями на эвенском языке. Бойко отвечает на вопросы. Mut adugum bihem, tar devimi çabucu bihem. Bugat gudan ürekçenni kikiş ilgamadda. Mutta erek durdu, erek ürekçer kişir. Huntan intelkem bihem. Evedi töretti, inilen istala. Ereger incip. Aç ilan, aç udula. Oğ da tefitelle. Edebdah belipte. Muda kanjala vokal, ya kita jauh metokal, kunta kalurek jauh meruka socam dahal. Pakatan jauh bekerjur, dengan jauh tepsijur, ingin menyambut menenggaral burda sirtal. Ben bugi ayavli, ben bugi ajali, ben ube tangaran nodake, nyam nyiram binu gorake, aralbu hoyake kashiram beaike. Utkuciara, utkucak lahir, utkucak jama aimu juhu, bihawa yojum hawa ya baca, abadis tarajam bukita ayam jam. И внимательно ловят каждое слово заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Максима Ильича Дудкина, эвена из далекой тундры Аллайховского района. Аллайховский район – это на побережье Восточно-Сибирского моря. Поэтому я отношусь к арктическому побережью на берегу Восточно-Сибирского моря. Затем на Индигирке идет Абыйский район, затем Момский район, и потом исток Индигирки – это Аймеконский район. Максим Ильич по проекту должен провести несколько мастер-классов. Он показывает свой бубен, шумовые музыкальные инструменты, рассказывает о сородичах, живущих на Индигирке, и разрешает школьникам самим извлекать звуки бубна и кокчин. Молодец! Инагич тонкаридял бу, хуну бахалтаникан хош орангчирап, нян наматкар тордутнен, муту бахалтачалатнан, эгден текель. Добрый день, уважаемые жители села Сибянкёль, уважаемые члены экспедиции. Позвольте от имени экспедиции поздравить всех нас с торжественным открытием экспедиции фестиваля эвенского языка и культуры на Маткал в Кобяйском районе села Сибян-Кёль, где проживают люди, которые являются носителями уникальной эвенской культуры, уникального эвенского языка, которые находятся на сегодняшний день на грани исчезновения. А в культурном центре Геван мастера готовятся к открытию выставки Нёлтенгарпани «Лучи солнца». На выставке представлена работа начинающих мастеров и умельцев, также признанных народных мастеров республики. Здесь вся палитра красок эвенов Ламанхи. Где-то минимум 20 работ у меня тут имеется. Работа моей матери Степановой Марии Федоровны, которая научила меня с детства шить. И очень многое наняла я у своих бабушек, дедушек, и теть, и мам, которые меня научили выделывать шкуры и ровдов.
Вот. В последнее время очень тяжело, конечно, найти эти материалы, но все равно, несмотря на это, на этой выставке очень много работ, которые выставлены впервые, очень много работ, которые еще не участвовали. Я надеюсь, что в дальнейшем все эти участницы, которые нынче сейчас на этой выставке участвуют, будут участвовать Якутия мастеровая. Очень много работ в последнее время, работы молодых матерей. Меня очень радует. Я думаю, в дальнейшем будем участвовать во всех мероприятиях и в Улусном, Поселковом, в Русуканском. И надеюсь, очень надеюсь участвовать в дальнейшем на международном. Компетентное жюри оценивает работы по 9 номинациям: зимняя меховая одежда, летняя ровдужная одежда, ковры, утварь, поделки и сувениры, украшения, бисерные работы, упряжь и нарты. И очень много работ разного качества, есть очень хорошего качества. Представлены, кроме просто умельцев, села, также есть работы народных мастеров Республики Саха-Якутия, такие Митинова Тамара Афанасьевна, Неустроев Петр Дмитриевич, Протопопова Елена Федоровна. И они все-таки являются мастерами, эталонниками, скажем. Да? И в рамках выставки мы будем проводить мастер-классы вместе с мастерами. В городе Якутске мы разработали выкройки традиционных венских костюмов и будем делиться этими выкройками. Наши мастера покажут особенности традиционного, чем они отличаются от современных, от стилизованных и праздничных. Это все-таки крой, да, это все именно раньше как было, шкуру брали и накладывали и просто, скажем так, лишнее отрезали. То есть идет этот шов сюда, сзади вперед, прямые рукава, вставки, эти ластовицы и так далее. Сейчас многие это уже не шьют, идут уже современные крой. Та же пройма рукава уже фигурная, горловина другая. Но мы хотим, чтобы народ все-таки уже обратно возвратился к традициям. Конечно, развивается культура, не без этого. Есть современные костюмы. Многие на праздниках носят уже, скажем, по-нынешнему шитые, да, но все равно, чтобы сохранить культуру, эти наши традиции, культурное наследие, все-таки надо, чтобы это тоже имели мастера. Поэтому с такой целью мы проводим мастер-классы. Это значит, у нас будет 5 мастер-классов. Это по крою и пошиву женского костюма, мужского костюма, головного убора. Также у нас Лилия Александровна покажет мастер-класс по выделке оленей шкуры. У нее очень интересная технология. Оказывается, местные мастера этого не знают. У каждого же свои секреты. Она поделится своими секретами. У нее она тоже привезла свои работы. Очень прямо каждое изделие, даже мех пыжика, он как ткань. Такая суперская, такая тонкая выделка. Этому она научит. И также она покажет вышивки под шейным волосом оленя. И здесь в Сибянкёле все-таки есть стада, есть олени, есть материал. И мы этому будем, особенно молодых мастеров и умельцев, учить. Практически все девушки и женщины здесь большие рукодельницы. В костюмах четко прослеживается преемственность и закономерность узоров, кроя, световой гаммы. Все это богатство, наследие наших предков намотканов. Меня зовут Елена Климентьевна. Приветствую всех вас на нашей земле намотканов, на нашей замечательной выставке. Я тоже как умелец шью обычно меховые, у меня изделия меховые, мозаичные изделия из кусочков, чтобы не выбрасывать эти кусочки, которые собираю, остатки собираю и шью такие коврики. Это из таких кончиков камусов. Обычно эти нигде не используются, а я это собираю и делаю такие коврики. Это тоже из камусов все мои коврики. А еще у меня хобби, очень интересное хобби, я шью молодежные сумочки в венском стиле. У нас, конечно, свое уникальное, отличное от других, свое
индивидуальные, и которые вот некоторые, ну, большинство изделий, да, это то, что передается из поколения в поколение. Вот это я бы отметила. Ага. А на берегу речки Суланичан собрались дети и взрослые на мастер-класс по хороводному танцу хеджа. Максим Дудкин, признанный запевала-импровизатор хеджа, рассказывает и показывает варианты запевов в тундренных эвенах. Все от мала до велика внимательно и слаженно повторяют за мастером. Почитание солнцу. И давайте сейчас ход сначала разучим, как я вот хожу, да? Он кегер куревы, тарау итлелды, мындетлелды. Вытекаем, пока есть. Вот взялись, например, вот раз, два, вот. Вот основной ход налево идем, да, по кругу солнца. По солнцу. Да? Ага. По солнцу, ход солнца, да? И первый шаг, он большой, второй немножко короткий, да? Чтоб ход солнца, вот, чтоб не на месте вот так топтались, да? Да, а вот чтоб ход он чувствовался. Раз, молодцы. Я сейчас посмотрю. Вонке геркари его, итли хедели, итли хедели. Онке раз, два, раз, два, раз, два. Хей, хей, хей. Успевай ноги подобрать. Раз-то, раз-то. Во, молодцы. Умницы. Галле, галле, мандале. И хамиго гуникан. Хадяноко, хадяле. И хатан, хатан, и хатан. И харико, и хатан. И хамиго. Чарующие звуки древнего танца разносятся далеко. После мастер-класса показывают свое умение запевалы Себяна. Непревзойденная Мария Слепцова, элегантная и изящная Клавдия Константиновна Кириллина, еще совсем юные запевалы. Несмотря на ощутимый мороз, расходиться не хотелось. Договорились еще раз встретиться и станцевать наш хеджа. А в сельской библиотеке своя особая атмосфера. Сельчане очень любят ходить сюда, не только за книгами, но и пообщаться, принять участие в мероприятиях. Провели несколько библиотечных уроков в школе, викторины, в плане много мероприятий в связи с 90-летием ламынхитского наследия. И вот то, что приехали экспедиция на Маткал, мы очень им благодарны. То, что расширился наш круг общения с читателями. Хотела бы, чтобы побольше было много литературы на родном языке. Не хватает литературы. Сколько много писателей появилось в последнее время. Было бы хорошо, чтобы побольше было литературы. Население и дети очень интересуются, хотят читать. Там у нас это слабое. С новыми книгами, вступлением из-за бездорожья. 1 раз, 2 раза в год только отправляют.
Сегодня нас гостит Степан Ефремович Сивцев, член Союза писателей России. И сегодня у нас проходит мероприятие для детей, проба пера. И дети пишут сочинения, и писатель с ними работает индивидуально. Вы, наверное, знаете всех детей в школе и отмечаете тех, у кого есть литературный дар, да? Да. Кто может... В каждом классе есть по 2-3 ребенка, которые интересуются хорошо, пишут, пробуют писать. Воображение богатое. Да, сейчас они, в отличие от несколько лет назад, сейчас у детей богатый словарный запас. Я это сразу заметила. Они это могут писать и будут писать. Наверное, они много пишут про оленей, про природу, про себя. Да. И что самое радует, пишут на родном языке. Да, на родном языке они могут писать и любят. Степан Ефремович Сивцев, член Союза писателей России, проводит свой мастер-класс среди будущих авторов школьного возраста. Очень сосредоточенно, внимательно ребята пишут свое первое эссе и стихи на тему, заданную известным писателем. Как и все дети, они непосредственны и раскрепощены. Детишкам интересно читать и слушать свои работы. Опытный автор Степан Ефремович направляет детей, и у каждого юного писателя получается свое уникальное произведение легкого пера всем. Кашикамо. Би кашикамо горбан уранник. Итисанни балтангакан, яхалчанни гужняккан, бодалчанни бампангакан. Хупкусякту гамраку мину аралдантакан бакалдавран, когантакан аралдавран. Кашикамо иманарамдас нёбати, хаптчанни хуран ялданя, кашикамо исули буйсамга оли. Когда я прихожу домой, он радуется, прыгает, обнимает меня. Когда я ухожу, он грустит и плачет. Его зовут Дружок, и еще ему 6 лет. Очень коротко и очень понятно. Когда она была маленькой, она была серая. А теперь Она все чернеет и чернеет. И когда большая будет, она какая будет? Очень темная. Хатарсе болороб долбани илан херкингаримча авлан хакатын хетникан аткисал нявржер тусудда ингси болороб долбани илан херкингаримча авлан хакатын хетникан аткисал нявржер тусудда. Я не знала, что это он написал только что. Я подумала, что это писал взрослый поэт профессиональный. Я видел, очень хорошие рисунки, и там можно иллюстрации сделать. Да. И вы по этим стихам, по иллюстрации можете даже потом сделать альбом. В самом разгаре наши мероприятия, насыщенные и плодотворные, радует активное участие и вовлеченность местных жителей и намотканов. Ученые записывают образцы нематериальной и духовной культуры, а для меня приезд на родину – это душевное тепло и искренняя любовь моих земляков, чувство защищенности и причастности к родным истокам. Милый сердцу себя, пусть хранит тебя Хевки. Продолжение проекта «Наматкал» смотрите на нашем канале в следующих передачах Геван.